Этот маршрут изучен лесниками вдоль и поперек. Какая бы погода ни стояла, они могут издалека определить следы зверей. Присмотревшись повнимательнее, можно понять, как давно здесь побывало животное и сколько особей было. Вот данное место, это переход кабанов. Вот здесь вот был гурт, это был вчера вот ночью. Вот листья, видишь, весь свежий след. Вот они здесь вот паслись. Тут вот этот вот чинар от бука. Орешки вот этими они питаются. Вот он сверху пошел сюда, вот здесь попался, перешел вот здесь, вот он переход их. И вот здесь вот он попался, и туда дальше он под утро уже вверх пошел и заляжет где-нибудь, чтобы укромное место, чтобы не достать его было. Всего на территории Сунжского лесничества насчитывается несколько сотен диких кабанов. Конкретно здесь, по словам лесников, прошел косяк от 5 до 7 особей. А косолапые в зимнее время по большей части спят, но в лесу можно легко встретить серого волка, лису, рысь, зайца и особенно часто встречаются шакалы. Вот здесь вот мы делали вот затирку следа, вот это шакал. То есть он не свежий след, поэтому ему надо делать затирку, чтобы прийти уже завтра с утра или определить уже свежесть его. Цель очередного выезда – это проведение традиционного зимнего маршрутного учета или ЗМУ. Это главный метод оценки численности животных в местах, где устойчивый снежный покров. В процессе учитываются все суточные следы и визуальные встречи охотничьих видов зверей. Маршрутный учет ведется с февраля по март, в первые 2 дня после выпадения снега. У нас у каждого егеря, участке, у каждого охотоведа есть свои маршруты. Есть карта, маршруты они бывают параллельные, бывают замыкаются. Ну вот, исходя вот из этого, по этим маршрутам, на каком маршруте как данный зверь, каком число ты видел, и определяешь данные, заносишь анкету. По результатам зимнего маршрутного учета охотоведы и егеря готовят годовой отчет для Минприроды. Это поможет определить среднее количество пересечений суточных следов зверей на 10 километров маршрута и средний путь, который животное проходит за один день. ЗМУ ведется ежегодно для борьбы с браконьерством и сохранения фауны. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.